Итак, друзья, добрый день. У нас сегодня в выпуске Voxy второе поколение. Это машинка 2008 года. Сразу я вам рекомендую посмотреть обзор. Сейчас появится справа вверху ссылочка на Voxy у нас первого поколения. Скоро выйдет выпуск, а может быть уже вышел. Посмотрите, пожалуйста, по ссылке. Если она есть, значит вышел. Если нет, значит не вышел. И, соответственно, ее конкурент это Estima. Сейчас я вам ее покажу. То есть у нас вот на эту белую вышел выпуск. Вот вам ссылочка, да? И, соответственно, у нас вышел выпуск вот на эту Estima. Ну, на такую же. Вот, посмотрите, это прямые конкуренты, в принципе. Ну, как конкуренты? Вот это конкурент, а это, получается, младший брат. Вот. Ну, а сейчас давайте вернемся все-таки ко второму поколению Voxy. Давайте для начала пройдемся вокруг. Посмотрим общий внешний вид у красотки. Она по сравнению с первым поколением стала больше. Она стала выше, шире. Гораздо удобнее теперь пассажирам садиться в эту машину. То есть со второго ряда посадка стала гораздо удобнее. Итак, моторы у этой машины бывают только 2-литровые. Они бывают 140, 143, 150 и 155, по-моему, лошадиных сил. Коробка только вариатор. Бывает передний, бывает полный привод. Полный привод здесь умный. Он отключаемый, то есть большую часть времени машина ездит на переднем приводе, и когда это нужно, подключаются задние колеса. Также они во втором поколении модифицировали систему VVTi. Это, как я понял, что они сделали, улучшили подачу воздуха в клапана. За счет этого они, соответственно, улучшили динамику, уменьшили расход. Ну, машина стала более приемистая, более интересная по сравнению с предыдущим поколением. Что касается ее расхода, то они как раз его снизили примерно в среднем, ну, по крайней мере, как пишет Дром, некоторые владельцы рассказывали, что расход действительно до 10 литров, но вообще где-то около 7-8,5, может быть, максимум 9 у полного привода. Конечно, как валить, но тем не менее, то есть это меньше, чем у Альфарда, допустим, как бы, ну, ощутимо, да, там 2, 3, 4 литра, это реально ощутимо. Смотрите, он очень такой запоминающийся, да, то есть если смотреть на машину спереди, она прям на тебя смотрит, особенно вот эти вот линзы, они прям как глазки такие маленькие, они на тебя смотрят, то есть машинка очень запоминается, чем-то похожа на Toyota BB, спереди вот эта часть капота, она действительно похожа, и сзади у нее очень симпатичные фонари, сейчас покажу вот такие вот, ну, оптика такая современная, да, достаточно, хром, весь современный, то есть машина смотрится, ну, никак не на 8-й, не на 9-й год, в принципе, на 15-й похоже, реально, если так вот посмотреть, то очень даже современная машинка выглядит. Бывает также версии у нас с интеллектуальным светом, то есть свет, который включается и выключается автоматически, ну, это как на европейцах очень часто встречается, да, то есть, как это называется, добрый свет или еще что-то наподобие того. Бывают также версии очень жирные с 9 динамиками, то есть будет 9 колонок по кузову, соответственно, музыка будет звучать очень круто. И конкретно в этой модели у нас бесключевой доступ. Ну, давайте, наверное, переместимся. То есть так мы можем закрывать, открывать машину. Сейчас она не закроется, не откроется, потому что у нас ключ в салоне. Я положил сюда ключ, соответственно, это никак не получится. Я вам могу показать, как открываются двери, в принципе, с брелочка, да. То есть мы нажимаем кнопку, правая дверь, и она открылась, пожалуйста. Нужно открыть левую, соответственно, зажали, открылась. Ну, это классно, это удобно, действительно, это реально удобно. Это вроде бы мелочь, да, что там ручку потянул, но это круто, удобно, когда ты в багажнике, когда ты вышел, тебе нужно какому-то пассажиру открыть, помочь. У нас опять же такой современный здесь руль, очень приятно он выглядит. Здесь у нас подрулевые лепестки, то есть вы можете переключать скорость на ходу, да, то есть в режиме спорт, так это можно сказать, повышать, понижать скорость, это очень удобно. Здесь управление климатом, я считаю, на Voxy оно сделано интересно, по-особенному, так, отдельный такой блок, да, непосредственно по управлению климатом, по переключению скорости вентилятора и температуре. Здесь у нас коробка-вариатор, которую можно включить на управление, опять же, получается, здесь можно селектором самим, да, переключать скорости выше-ниже, а можно под рулевыми лепестками. Прикольная панель приборов, тахометра, она тоже спрятана, очень похожа на то, как это исполнено в Estima. Да, то есть сейчас ее не видно, ну, вот она чуть-чуть. И я завожу машину, здесь, кстати, тоже кнопочка старт у нас, заводим. И вот так вот, что, видно, нет? Вот, появилась.
Вот такая вот панель приборов. Солнышко сильно светит, поэтому слабо видно, наверное. В общем, появилась панель приборов. Это удобно. А что это дало, как я считаю, что в Steam, что в Оксе, в Новых. Здесь куча бардачков. Раз, два, три. Действительно, здесь можно еще накидать какого-то барахла. Здесь накидать, сюда телефончик положить. Очень удобно, очень все это эргономично. Здесь у нас подстаканнички, здесь у нас барахлушка, опять барахлушка, вот здесь. Здесь мы заряжаем телефон. Ну, в принципе, все. По переднему ряду больше здесь, наверное, особо показывать нечего. Ничего уникального здесь такого прям сверх нет. Вот она, кнопка старт у нас. Давайте переместимся на второй и на третий ряд. Мне очень, кстати, нравится, как здесь складываются сиденья третьего ряда. Сейчас мы открываем вот так. Оп. И смотрим. Здесь у нас второй ряд. 8-местная, получается, это у нас версия. Сидушка, естественно, она двигается, то есть мы ее можем... Вот это прикол, да? Не, вы видали, она мне телефон сожрала. Отдай телефон. Эй, ты что такая дерзкая-то? Прям психанула, да? Видали? В общем, она вот так психанула, сложилась. Соответственно, это делается для того, чтобы можно было сесть на третий ряд. Сел я на третий ряд. Здесь, конечно же, немножечко места меньше, нежели в Альфарде том же, но в любом случае это младшая сестра и, соответственно, родная сестра Эстимы, так это можно назвать. Вот этот третий ряд, в отличие, опять же, от Эстимы, он не двигается, но он складывается. То есть в Эстиме было круто, да, помните, ссылочка будет вот здесь справа вверху, вот тут она, эта ссылочка, вот по ней можете перейти, посмотреть обзор. Мы переместимся в багажник и посмотрим, как же там реализовано это все. То есть здесь, обратите опять же внимание, здесь у нас второй ряд, он... То есть мы можем его только сложить и разложить. То есть, в принципе, мы можем увеличить багажник, но подвигать, к сожалению, здесь ничего не удастся. Так, а теперь у нас багажник. Крышка багажника очень высокая на самом деле. Сюда реально холодильники можно только так закидывать и шкафы. Посмотрите, да? Места очень много. Вот тут у нас внизу ниша очень удобная. Сюда можно накидать кучу хлама. Здесь у нас хранится домкрат. И смотрите, что у нас делается с третьим рядом. Тут есть такой рычажок, мы его нажимаем. Эта штука складывается. И вот так одним движением здесь вот так цепляем вот в эту защелочку. Все. Аккуратненько. И, соответственно, где у нас оно? Соответственно, два. По сути, два движения. Все, и у вас огромный багажник. Второй ряд можно взять и сложить тоже аккуратненько туда вперед убрать. Ну, здесь, конечно, он не сильно широкий, опять же, в отличие от Альфарда. Да, но, тем не менее, места будет очень много. Сюда реально можно загнать мотоцикл. Сюда можно поставить столик, посидеть. Реально запросто можно поставить стул, ну даже сесть туда, а здесь поставить небольшой столик. То есть, ну, очень круто. Удобно, места у вас спереди много, вы также можете переднее сиденье сложить как-то, да. Что еще, смотрите, у нас можно по салону посмотреть. У нас здесь отдельный климат для каждого пассажира, у нас здесь дополнительный свет и управление кондиционером. То есть здесь пассажиры могут управлять кондиционером полностью отдельно, то есть как вторая печка. А тут у нас монитор. То есть можно смотреть фильмы. Здесь очень хороший свет. Ну, на самом деле здесь его очень много. То есть раз, два, три. Получается 3 таких полноценных света. И получается у нас вот здесь еще свет сзади. То есть если все 3 зажечь, да, все 3 основных светильника, то в салоне будет действительно достаточно светло. И его вполне хватит. Давайте теперь заглянем под капот. Посмотрим, что у нас там интересного. Вот такой вот моторчик. Все, конечно же, по-современному. Все чисто, аккуратно. Ну, чисто как пыль лежит небольшая, но не критично. На самом деле все ровненько, аккуратненько. Машинка, в принципе, вызывает такие положительные эмоции. Эмоции нового автомобиля. А вон там у нас Эльгрант готовится на обзор. Вот этот Эльгрант
мы тоже сегодня будем снимать. Смотрите в следующих сериях. Ну что, ребятки, вот такой вот обзорчик. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь, пишите ваши мысли по поводу обзора. Рад любому комментарию. И смотрите другие обзоры.